Здравствуйте. 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 Так, ну занятие у вас началось. Здравствуйте, курсанты 310-й учебной группы. Проверять, наверное, по списку будет вас уже ваш преподаватель Аполлонина Кристина Юрьевна. Сейчас представлюсь вам я и представлю свой центр. Сегодня у вас занятие такого формата, обобщенного формата, и показывает вам, непосредственно будет показывать тему исследования, которые проводились Центром по исследованию проблем криминалистического обеспечения деятельности ОВД. Имеется такой центр в научно-исследовательском институте, который проводил данную тему. Вот на сегодняшний день тема занятия вашего – это идентификация личности по анатомическим и функциональным признакам человека, методы распознавания человека по анатомическим и функциональным признакам с использованием информационных систем. Значит, кто будет вести ваше данное занятие? Значит, на занятии присутствует, это организатором является, во-первых, Центр по исследованию проблем криминалистического обеспечения деятельности ОВД, начальник центра полковник полиции Сайдамарова Виктория Викторовна, это я, старший научный сотрудник Шарипов Сергей Сергеевич, майор полиции, и подполковник полиции Бубербаев Нурлан Дюсентаевич, подполковник полиции. Значит, наше занятие мы построим каким образом? Вы все проходили габитоскопию на втором курсе. Вы знаете, что имеется такой раздел в криминалистике, который изучает внешний облик человека. На сегодняшний день очень является актуальным вопрос о том, как идентифицировать человека и опознавать человека, используя способы фиксации, такие как видеокамера и материалы, которые изымаются с камер видеонаблюдения для того, чтобы по ним идентифицировать человека. На сегодняшний день имеется ряд разработок, которые как раз-таки в ходе нашего исследования они были установлены, изучены, и вам на сегодняшнем занятии хотим до вас довести, чтобы вы знали. И в дальнейшем, я думаю, что эти новые научно-технические средства, которые на сегодняшний день разработаны уже, будут внедряться в систему правоохранительных органов, а именно в криминалистические подразделения. Если у вас будут вопросы, значит, есть функция такая, что поднять руку или написать в чат. Значит, вы можете написать в чат, поднять руку, задать свой вопрос, включив звук. Ну, а, соответственно, при проведении лекции все отключите свой звук. И, пожалуйста, Сергей Сергеевич, вам слово. Здравствуйте, курсанты. Меня всем слышно, да? Значит, приступим тогда. Сегодня мы на лекции рассмотрим два вопроса. Значит, рассмотрим два вопроса. Первый – это проведение отождествления в рамках оперативно-розыскных мероприятий и проведение судебной экспертизы и криминалистического исследования. В настоящее время в Республике Казахстан установлены и функционируют камеры видеонаблюдения, позволяющие органам полиции своевременно и качественно реагировать на различные правонарушения. Системы видеонаблюдения становятся объектами, вовлеченными в сферу уголовного судопроизводства, что способствует решению оперативно-тактических задач, так как являются информационными комплексами, позволяющими осуществлять дистанционный контроль над объектами в масштабе реального времени, восстанавливая картину происшедшего события, выбрав интересующую дату и время. Использование видеоматериала как доказательство в досудебном производстве осуществляется в следующих направлениях. Первое – это отождествление в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Второе – составление протокола выемки и осмотра видеоматериала.
приобщение его в качестве вещественного доказательства. И третье – проведение судебной экспертизы или криминалистического исследования. Необходимо отметить, что использование видеозаписи позволяет достичь большей полноты, всесторонности и объективности при расследовании правонарушений в рамках отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий, связанных с установлением личности правонарушителя по признакам внешнего облика. В арсенале оперативно-криминалистических подразделений МВД Республики Казахстан для идентификации внешнего облика человека имеется база данных криминалистического фото- и видеоучета. Фотоучет содержит огромный массив субъективных портретов подучетных лиц в базе данных в программе «Образ плюс версия 3» на данный момент. При введении фотоснимка подозреваемого лица в программу осуществляется его кодировка, как вы можете это видеть на слайде. Выставляются антропометрические точки, так называемые, на наиболее важных деталях лица. В последующем по этим точкам компьютер, программа, будет осуществлять поиск и идентификацию внешности человека, используя свою базу данных, то есть по своей базе данных. Так, базе данных. Помимо изображения лица в анфас, в программе также присутствует изображение правого профиля. Однако, здравия желаю. Однако по нему поиск и сравнение не проводится. Данный ракурс в программе не кодируется. Для осуществления улучшения результативности работы автоматизированной системы базы данных криминалистического фотоучета необходимо введение следующих изменений. Первое. Это добавление в карту регистрируемого лица к уже существующему правому профилю левого с его последующей кодировкой ушных раковин путем выставления точек для последующей идентификации. То есть то, что вы сейчас наблюдаете в слайде. То есть отдельно на ухо проводятся замеры, выставляются антропометрические точки. Для чего это нужно? Человек не всегда у нас запечатляется в анфас, скажем, да? Если речь идет о видеокамерах, которые расположены под разными ракурсами, да, и человек может находиться абсолютно в любом ракурсе по отношению к ней, в том числе и профиль, то выставление антропометрических точек по профилю лица человека – вещь попросту необходимая. Следующее. Усовершенствование программного учета путем внедрения в нее возможности использования биометрических систем и нейронной сети не только по анатомическим биометрическим признакам, но и функциональным, используя при этом интеграцию видеоучета. Как вы помните из габитоскопии, признаки внешности человека делятся на анатомические и функциональные. Да? Анатомические – это у нас строение тела, строение его отдельных элементов, в том числе и лица и головы. И функциональные признаки – это признаки, присущие манере поведения, так скажем. Поведенческие признаки. К ним относятся у нас как походка человека, его манера, жестикуляция, мимика, артикуляция и тому подобное. Так вот, для повышения производительности работы данной программы рекомендуется ее использовать совместно с так называемой нейронной сетью. Нейронная сеть, возможно, вы слышали уже, да, это программы нового поколения, алгоритм которых построен на структуре человеческого мозга, его нейронов. Следующее. Интеграция базы данных и имеющейся в них информации по обмену данными. Четвертое. Автоматическое распознавание и идентификация лиц из видеопотока в режиме реального времени.
Поскольку в данном случае мы говорим сейчас о распознавании личности человека в режиме реального времени и в оперативных целях, то здесь в первую очередь у нас идет внимание на именно камеры видеонаблюдения. Соответственно, камеры видеонаблюдения стоят у нас на оживленных улицах. Это может быть метро, да, как правило, это могут быть просто оживленные улицы. И происходит такой момент, что камера фиксирует не каждого человека в отдельности, а всю группу в совокупности. То есть, например, вот как вы сейчас видите на слайде, идет несколько человек, да, оживленная улица, и все люди запечатленные попадают на изображение. Соответственно, необходимо создать такие условия, усовершенствовать программное обеспечение таким образом, чтобы она научилась, просматривая вот этот вот видеоряд из большого количества людей, используя уже имеющуюся базу данных, например, лиц, состоящих в розыске, этого человека в толпе найти, распознать его. То есть вот эти такие 4 основных пункта, которые необходимо усовершенствовать, улучшить для более результативной работы видеоучета. Далее. Криминалистический видеоучет насчитывает несколько сотен тысяч материалов, позволяющих устанавливать личность подозреваемого лица в оперативных целях путем предъявления его потерпевшему или свидетелю. В принципе, вы это прекрасно знаете. Нами также были определены направления усовершенствования правил постановки лиц на видеоучет. К ним относятся: первое – это увеличение продолжительности записи походки регистрируемого лица. Второе – добавление дополнительных движений, которые будут запечатлены. Это жестикуляция, манера разговора, артикуляция. И одновременная съемка с нескольких ракурсов. То есть, как вы сейчас видите у себя на мониторе, на картинке, в данном случае это гипотетическая постановка, значит, лица на фотоучет. Возможно, вы сталкивались с этим, возможно, нет. Возможно, видели на практике, как происходит постановка на видеоучет задержанных лиц. Да? Перво-наперво это всегда съемка только с одного ракурса, то есть анфас. Задержанного просят пройтись вперед, сделать пару шагов и сделать пару шагов назад, возможно, влево, возможно, вправо, по кругу, сказать несколько слов или, может быть, предложений, или, может быть, озвучить свои анкетные данные на камеру. В данный момент этих признаков, которые запечатлены, недостаточно для последующего распознавания человека по его внешности. Соответственно, мы предлагаем увеличить продолжительность записи походки, то есть, например, это будет определенное расстояние, которое больше 1 метра. В нашем случае мы предлагаем 7 метров. То есть человек должен идти 7 метров, пройти это расстояние. По ходу его передвижения осуществляется одновременная съемка с нескольких ракурсов. Для чего это нужно? Опять же, если речь идет о видеокамерах, которые расположены абсолютно случайным образом, да, какие-то камеры на крыше домов, какие-то камеры на фонарных столбах, какие-то камеры на небольшой высоте перед главным входом в здание. То есть ракурс у всех абсолютно разный. В последующем, чтобы использовать вот этот видеоматериал, изъятый с этих видеокамер, и провести по нему идентификацию, нам необходимо учитывать эти ракурсы. То есть в программе, которая будет проводить, она должна обладать всеми ракурсами. Не только, например, сбоку, да, но еще и полупрофиль определенный. Возможно, это будет, так скажем, полупрофиль под каким-нибудь углом. То есть, грубо говоря, создается 3D-съемка, чтобы потом программа смогла любой ракурс из этой съемки взять себе для идентификации и провести распознавание с предоставленным сравнительным материалом с видеокамерой.
Таким образом, использование данных двух основных криминалистических фото- и видеоучетов, а также их интеграции, основанные на использовании современных биометрических систем, возможностей нейронных сетей и соответствующего программного и технического обеспечения являются наиболее эффективными. Нейронная сеть обучаема, то есть то, о чем мы говорили выше. Нейронная сеть, она обучаема и направлена на использование биометрической верификации анатомических и функциональных элементов и признаков внешности. Для успешного использования нейронной сети должен быть создан соответствующий сравнительный материал, который содержится в единой регистрационной базе криминалистических учетов по внешнему облику человека. Большую популярность в зарубежных странах приобретает система распознавания личности по походке именно с помощью нейронной сети. Проанализировав зарубежный опыт, мы определили два способа, значит, обучения, два способа, значит, получения признаков походки. Первый – это обучение нейронную сеть, то есть гипотетически она уже существует, да? То есть первый признак – это первый способ – это построение признаков вручную, то есть то, что вы видите сейчас на слайде. Изображение или фрагмент изображения кодируется человеком, выставляются точки и только потом загружаются в систему. В последующем нейронная сеть будет обращаться к этому закодированному изображению для того, чтобы провести идентификацию. И второй способ – это обучение искусственных нейронных сетей признакам внешности. То есть нейронную сеть загружает определенную программу, и она выставляет вот эти важные биометрические, да, антропометрические точки, она выставляет сама. Но она это делает своеобразным образом. Это так называемое машинное зрение. Есть такой термин. Вот как вы сейчас видите на своих экранах, это именно построение признаков нейронной сети. Если в предыдущем случае вы обратили внимание, что там абсолютно понятные и логичные вам точки, да, расположенные на основных суставах человеческого тела, в принципе, вы догадываетесь, для чего это делается, в следующем именно по ним, то здесь это просто набор каких-то непонятных абсолютно нам штрихов, которые выставляет сама машина. Дело в том, что непонятные они только для человека. У компьютерной программы абсолютно свой алгоритм действий, свое видение, так скажем. Вот. И поэтому все это выглядит несколько иначе, чем выставление признаков вручную. Итак, вышеизложенное, прошу прощения. Таким образом, использование данных, вышеизложенное требует усовершенствования методики постановки на видеоучет, увеличив продолжительность походки, как мы уже говорили, с добавлением движений, дополнительных движений, одновременную съемку и возможность кодирования нейронной сетью, либо кодирования человеком, в последующем загружая нейронную сеть. Однако, на настоящий момент существуют, так скажем, фирмы, да, которые занимаются разработкой именно такого программного обеспечения с помощью именно использования нейронной сети. Это такие программы, как Образ Плюс, который уже сейчас у нас, в данном случае, уже сейчас у нас находится на вооружении территориальных подразделений, система Визирь и Polyface. Уже в этой сфере уже есть разработки. То есть Образ Плюс новой версии 10. Вводит дополнительные возможности для распознавания лиц с использованием именно видеокамер. То есть программа работает вместе на основе этих видеокамер, предлагает широкий очень инструментарий
То есть вычисляет автоматический ракурс. То есть если человек находится, как вы видите, вот, цвет верхней части, автоматический ракурс. Если человек находится под изображение под углом, программа сама высчитывает и проводит сравнение. Игнорирует такие помехи, как, например, пол, возраст, очки. Почему я это назвал помехами? Потому что в условиях съемки онлайн, даже, например, одежда, а сейчас у нас есть вид такой одежды, как унисекс, да, например. То есть молодого человека легко спутать на самом деле с девушкой и наоборот. То есть программа будет основываться, минуя все вот эти вот погрешности, оно будет основываться именно расчетах по антропометрическим точкам. Второе. Очки. То есть даже если на человеке одеты большие очки, программа будет основываться уже, исключая, например, глаза, будет основываться на других. Как вы обратили внимание, когда мы рассматривали слайд «Образ плюс» с выставлением точек, этих точек несколько, в данном случае их 16. Поэтому даже если глаза закрывают очки, в этом нет никаких проблем для программы, она просто будет основываться на других. Ну, соответственно, распознавание человека в движении, то есть по его походке, по функциональным признакам, вычисление его локации и так далее. Другая программа, которая в принципе выполняет похожий набор инструментов, это у нас так называемый визирь. Вот, они пошли немножко дальше, и в данном случае их программа способна распознавать человека, как вы сейчас видите, даже если у него маска на лице. То есть, по сути, это только глаза. Более того, есть определенные ограничения при съемке под углом. То есть, если камера, например, да, по вертикальной оси находится выше 15 градусов, то данная видеозапись человека уже считается автоматически непригодной, потому что современное программное обеспечение не в состоянии высчитать этот угол. Так вот, в данной программе «Визирь», на Центре речевых технологий, этот потолок был поднят до 30 градусов. То есть это довольно серьезный уже считается угол. Да? Поэтому они первые, кто, так скажем, ну да, можно сказать, этот потолок разрешения поднял. И теперь они могут распознавать не только, вернее, эта программа может распознавать не только человека, у которого пол лица закрытой маски, но и плюс ко всему, даже если камера, которая этого человека снимала, находилась под углом в 30 градусов, имеется в виду вертикальный угол. Следующая программа от Polyface, Papillon Polyface, тоже вводит в свою программу такие возможности, как выделение личности человека в видеопотоке, то, о чем мы с вами говорили выше, и то, что считаем необходимым в развитии именно программного обеспечения, которое будет основано на работе нейронной сети и будет взаимосвязано с видеокамерами. Их программа дополнительно может вычислять отдельных личностей в большой группе людей. То есть, как вы видите сейчас на изображении. Игнорируя остальных людей, которых нет в базе данных, она находит именно того, поиск кого был загружен, вот, несмотря на то, что очень много информации на изображении. Кстати, она еще может работать и с фотороботом. На основе фоторобота также осуществляется поиск в видеопотоке. То есть можно загрузить фотографию, можно загрузить фоторобот, и программа будет искать. Итак, следующее. За последнее время в оперативных, значит, мы с вами закончили сейчас вопрос об использовании в оперативно-розыскных целях и плавно переходим к криминалистическим исследованиям уже внешних признаков человека. За последнее время в оперативных и следственных криминалистических подразделениях органов внутренних дел заметно увеличилось использование видеоматериалов, предоставляемых им в качестве вещественных доказательств. Однако
Вывод судебно-портретных исследований по видеоматериалам преимущественно вероятностный, либо не представляется возможным. Криминалистические исследования материалов записи систем видеонаблюдения достаточно сложны и не всегда возможны по причинам низкого качества самих изображений и недостаточного количества отобразившихся индивидуализирующих признаков на этом изображении. Такое положение отрицательно сказывается на практике использования информации, полученной как с фото, так и с видеоизображений. То есть, иными словами, несмотря на то, что камеры видеонаблюдения у нас распространены, количество сравнительных материалов именно преобладает, материалов видеоизображений с камер наблюдения, все равно существуют определенные трудности при проведении исследований. Сложившаяся ситуация обуславливает потребность в комплексном исследовании и последующем совершенствовании процессуального порядка технико-криминалистических средств и программного обеспечения по использованию материалов записи систем видеонаблюдения в досудебном расследовании. Вышеизложенные обстоятельства определяют необходимость разработки комплексного решения ряда вопросов. Первое. Формирование видеоучетов на основе биометрических данных и их использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Второе. Разработка тактических приемов и методических рекомендаций по проведению опознания по видеоизображению. Третье. Модернизация методики криминалистического исследования внешности по материалам видеоизображения. Первый пункт. Давайте разберем их немножко. Формирование видеоучетов на основе биометрических данных и их использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Что это значит? На данный момент у нас существуют криминалистические учеты, однако они никак не взаимосвязаны. То есть камеры с система видеонаблюдения, система криминалистических учетов, во-первых, они разрозненные. Вот, для максимально высокой результативности их необходимо совместить, то есть интегрировать. И сделать это желательно на основе современного программного обеспечения нейронной сети. Более того, настоящая система криминалистических учетов должна уже быть технически приспособлена, так скажем, да, к подобной работе. Второе. Разработка тактических приемов и методических рекомендаций по проведению опознания по видеоизображению. Здесь вопрос по большей части процессуального характера. Очень многие вещи на данный момент у нас не отражены в процессуальном уголовном кодексе, что создает определенные пробелы, так скажем. То есть есть возможность проведения, есть серьезное программное обеспечение, но оно никак не отражено на законодательном уровне. То есть в данном направлении тоже необходимо осуществить работу, чтобы не было никаких разногласий. Третье. Модернизация методики криминалистического исследования внешности человека по материалам видеоизображений. На самом деле этот вид исследования, несмотря на то, что в данном случае, сейчас, в данный момент, он относится к видам портретного исследования, по сути, к портретному исследованию не относится. Почему? Потому что на видеоизображении, как правило, лицо отображено, вернее так, анатомические признаки лица отображены не в достаточно нужном количестве для категорического какого-то вывода. Поэтому внешность человека в данном случае рассматривается в комплексе признаков, то есть лицо, телосложение и его какие-то функциональные признаки. Соответственно, методика проведения подобного исследования, она будет серьезно отличаться от уже существующей методики портретного исследования. Следовательно, необходимо в данном направлении ее разработать и усовершенствовать именно под современные реалии, под современные технические возможности. В результате разработки подобного ряда вопросов может быть предложено решение проблемы с выделением нового вида криминалистического исследования внешнего облика человека. То есть, соответственно, если у нас появляется новый вид исследований, да, то
должно быть и определение этому виду исследования. Вот обратите внимание, сейчас она у вас на слайде. Значит, криминалистическая идентификация внешнего облика человека по видеоматериалам. Это процесс установления наличия или отсутствия тождества человека на основе отобразившихся материально фиксированных как анатомических, так и функциональных признаков внешности на видеоизображении. В данный момент нужно подчеркнуть именно на видеоизображении, потому что, как мы уже говорили выше, очень много нюансов проведения исследований, и методика будет отличаться. Соответственно, для реализации данных целей, для реализации усовершенствования методики необходимо следующее. Первое. Адаптировать методы оценки информативности и достоверности отображения признаков внешнего облика человека, запечатленных на видеоизображении. Второе. Разработать специализированные программные средства для производства исследований и видеоучетов. И третье. Внесение в учебные программы подготовки и повышение квалификации экспертов и специалистов-криминалистов новые тематические разделы. То есть, подведя итоги, что нам нужно для того, чтобы получить, чтобы новая методика, так скажем, дала свои результаты. Ну, первое. Адаптировать методики оценки информативности и достоверности отображения. Это комплекс, так скажем, даже так, это алгоритм действий программы, которая будет осуществлять эту идентификацию. Здесь оно включает в себя все, как программное обеспечение, как сама методика, потому что, как вы знаете, в одной из стадий, да, методики это оценка признаков, которые нам удалось выявить, так скажем. Все это должно пересмотреться в свете технических, по большей части, технических требований нового программного обеспечения. Вот. Ну, соответственно, разработка специализированных программ для производства исследований и видеоучетов, как вы уже знаете, как мы уже рассматривали выше, такие программы уже разрабатываются, то есть уже первый шаг, как говорится, в этом направлении сделан. Третье. Внести в учебные программы подготовки и повышения квалификации экспертов и специалистов, криминалистов новые тематические разделы. Ну, соответственно, если у нас будет новая методика, если у нас будет абсолютно новое программное обеспечение, то должны быть и дисциплины по этому виду исследований. То есть сотрудников, в данном случае это вы, курсанты, да, вас необходимо научить этой методике, вас необходимо научить пользоваться этим программным обеспечением. Вы должны знать алгоритм действия этого программного обеспечения и способ или ее связь как с системой видеонаблюдения, так и с системой криминалистических видеоучетов. Ну, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы по теме лекции, пожалуйста, задавайте. Я вам на них отвечу. У кого-нибудь есть вопросы по лекции? Это все понятно. Все понятно? Никаких пробелов не осталось? Может быть, кому-то интереснее, подробнее, может быть, кому-то рассказать, например, о новых программах вот этих вот, или методик, или нейронная сеть, например. Вопросов у вас не вызывает. В принципе, все понятно. Ну, если, в принципе, все для взвода понятно, я считаю, что тема исследования была раскрыта, обзорная лекция была проведена, цель достигнута, потому что все вопросы были раскрыты, вам все было разъяснено, какие позиции, на что обращают внимание разработчики программ, какие они имеются. Поэтому спасибо за внимание и всем до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо за лекцию. До свидания, спасибо за лекцию. До свидания. До свидания.